Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и о прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь себе равного или подобного себе. Я также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец. Да благословит Аллах и приветствует его благое семейство, его благородных сподвижников, до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. А затем, уважаемые братья, к сокровенному, о котором Всевышний Аллах сообщал нашему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, относились вести о том, что произойдет в последние перед наступлением судного дня времена, Ахир-Заман. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам о некоторых признаках часа и о некоторых знамениях, свидетельствующих о его приближении. Среди этих признаков есть малые, те, которые могут происходить в отдаленные перед часом времена, как, например, отправление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с его пророческой миссией, а также его, да благословит его Аллах и приветствует, смерть. И есть знамения большие, и если произойдет первое из них, другое последует сразу же за ним, как бусины в ожерелье, которое порвалось. Его бусины начинают падать одно за другим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул нам одно из этих знамений, придал ему большую значимость и предостерег свою умму от попадания в его фитну. Более того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что даже Нух, мир ему, предостерегал свой народ от этой фитны. Люд предостерегал свой народ от этой фитны. Шуайб, Салих, Гуд, Юша и другие пророки. Все пророки, которых Всевышний Аллах отправлял к их народам, и их было более 100 тысяч. Каждый пророк не покидал свой народ, прежде чем предостерегал их от этой фитны, о которой наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С момента сотворения Адама и до наступления судного часа не будет ничего более серьезного, чем эта фитна». Что это за фитна? Почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, считал ее настолько огромной? Почему он придавал такое значение сообщениям о ней? Почему сподвижники, да будет доволен ими Всевышний Аллах, спрашивали своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о ней? И почему пророки, все пророки предостерегали свои народы от нее? Случилась ли уже эта фитна, или же она только произойдет в будущем? И как она будет выглядеть? Как можно спастись от нее? И как человек может догадаться о ней еще до того, как она случится, чтобы не быть из тех, кто оступится и упадет в нее? Когда наш пророк, да пребудут над ним благословения моего Господа, читал проповедь своим сподвижникам, он восхвалил Всевышнего Аллаха так, как следует, а затем сказал, да благословит его Аллах и приветствует, говоря об Ад-Даджале, он сказал: «Я предостерегаю вас от него». То есть, я предостерегаю вас от Аль-Масиха Ад-Даджаля. И не было такого пророка, которого Аллах посылал до меня, кроме как он также предостерегал свою умму от Аль-Масиха Ад-Даджаля. И Нух предостерегал от него свою общину. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А я скажу вам то, чего не говорили пророки до меня. Я поведаю вам об описаниях Ад-Даджаля». Он сказал: «Воистину он одноглазый, а ваш Господь не одноглазый». Этот хадис приводится у Аль-Бухари. Также у Аль-Бухари приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С момента сотворения Адама и до судного дня нет ничего ужаснее, чем Аль-Масих Ад-Даджаль». В другом риваяте сказано: «Более большого создания, чем Ад-Даджаль». То есть в нем великая фитна. Поэтому наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в каждом намазе прибегал к Аллаху от фитны Аль-Масиха Ад-Даджаля. Когда он, да благословит его Аллах и приветствует, заканчивал свой намаз, садился на последний ташахуд, то до того, как произнести таслим, он читал разные дуа. И среди них было такое: «О Аллах, воистину я прибегаю к тебе от фитны Аль-Масиха Ад-Даджаля». И даже если он, а ведь он был пророком, которому не спосылались откровения, боялся эту фитну и просил Всевышнего Аллаха помочь ему противостоять ей, то что уже говорить о других людях? Аль-Масих Ад-Даджаль – это человек, один из потомков Адама, которого Всевышний Аллах сделал испытанием и проверкой веры людей в Ахир-Замане. Так же, как наши сегодняшние фитны случаются для того, чтобы испытать веру в людских сердцах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что к фитнам
будет относиться распространение прелюбодеяния, чтобы испытать людей, их честь и целомудрие. Он также сообщил о распространении ростовщичества, чтобы испытать людей и их веру, запрет ростовщичества, и проверить, насколько они внимательно относятся к тому, чтобы получать имущество дозволенным путем. И ад-Даджаль – такая же фитна, искушение и смута. Это человек, который выйдет к людям и заявит, что он Господь миров. Всевышний Аллах даст ему такие возможности в колдовстве, что люди попадут под его искушение. Так же, как колдуны в народе фараона бросали палку, двигали ее с помощью веревки, и люди думали, что палка превратилась в змею, что колдун превратил ее в змею на самом деле. Также и ад-Даджаль. И сегодняшние колдуны делают свое колдовство и показывают, что летают или превращают платок в голубя, и люди искушаются этим и считают, что он на самом деле создал голубя. Также и ад-Даджаль, которому Всевышний Аллах дарует невероятные, чрезвычайные способности в колдовстве, но он, тем не менее, останется человеком из потомства Адама, и его мать, и его отец будут людьми. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, как он будет выглядеть. Он рассказал, что один его глаз будет смазанным, мамсух, скрытым под кожей. Этот глаз не видит, а другой виден, вытаращен, но он им видит. Поэтому его и назвали Аль-Масихом ад-Даджалем, потому что один его глаз словно смазан. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что он будет молодым. У него будут кудрявые волосы. Он сказал, что ад-Даджаль будет низкого роста, кривоногий, и когда он будет ходить, будет заметно, что у него искривленные дугообразные ноги. Это будет отображаться на его походке. И если он будет кривым на один глаз, кривоногим, и будет обладать другими качествами, которые не нравятся людям, и которых нельзя считать красивыми, так как же этот человек с такими отвратительными, уродливыми качествами будет Господом миров? Это будет колдовство. И когда люди попадут под это колдовство, за ним последуют толпы людей. Этот ад-Даджаль, о мусульмане, придет к людям с рядом смут. К ним относятся две реки, которые будут идти вместе с ним. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, когда рассказывал о них, с ним будут две текущие реки. Одна из них на глаз белая вода, а другая на глаз как горящий огонь. То есть он заколдует глаза людей. Но на самом деле он не может превращать одно в другое. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, говорит, если кто-нибудь застанет ад-Даджаля, пусть идет в реку, которая представляется ему огнем. Ты видишь, что это огонь? Иди туда. Он сказал, и пусть закроет глаза и читает начало суры Аль-Кахф и пьет. Воистину, это будет чистая и прохладная вода. Он будет внушать людям, что это огонь. Возможно, он бросит туда некоторых людей, но на самом деле они попадут в прохладную воду, а не в пылающий огонь. И то, что люди будут видеть, как огонь, на самом деле будет водой. К его фитнам также относится то, что пришло в хадисе от Абу Умамы Аль-Бахили, который сказал, однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с проповедью. Больше всего он говорил в ней об ад-Даджале. Он предостерегал нас от него, и в том числе он сказал, это была хутба пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, с момента, как Аллах создал потомство Адама, мир ему, на земле не было и не будет большей фитны, чем ад-Даджаль. Воистину, Аллах не отправлял пророка, который бы не предостерегал свою умму от ад-Даджаля. И я последний пророк, а вы последняя умма. Неизбежно то, что он появится среди вас. Если он выйдет, пока я среди вас, я буду говорить с ним за каждого мусульманина. То есть он говорит, что если ад-Даджаль выйдет, пока он будет среди них, он сам будет вести с ним спор, и вам не нужно будет говорить с ним. Затем он сказал, если же выйдет он после меня, то каждый будет вести с ним спор за себя. Каждый человек будет защищать самого себя. И Аллах заменит меня в этом для каждого мусульманина. Выйдет он из места между Шамом и Ираком и будет бесчинствовать направо и налево. О рабы Аллаха, проявляйте стойкость. Так сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он сообщил нам о месте, откуда он появится. Он выйдет из Хорасана, со стороны Ирана. В другом хадисе, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, за ад-Даджалем последуют 70 тысяч евреев из Исфахана. И Исфахан сегодня это территория Ирана. За ад-Даджалем последуют 70 тысяч евреев, и на них будут надеты тайлясаны. Тайлясан – это одеяние, которое носят шейхи иудеев. За ним последуют 70 тысяч иудеев тайлясана. Сегодня в ближневосточных странах ты почти не найдешь этнических иудеев, которые продолжают придерживаться своей религии, кроме как небольшого количества, и большинство из них в Иране. Сейчас в Иране у них есть свои синагоги,
Там евреи справляют свои церемонии. И все это есть сегодня в Иране. У них даже есть свой представитель в парламенте. Ад-Даджаль выйдет из этого места, и за ним последует 70 тысяч исфаганских евреев. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине я опишу его вам, так как до меня не описывал ни один пророк. Он скажет: я ваш Господь, но вы не увидите вашего Господа, пока не умрете. И воистину он будет кривым, а ваш Господь не кривой. И между его глаз будет написано кафир». В другой версии говорится «каф-фа-ра». Это прочитает каждый верующий, как грамотный, так и не умеющий читать и писать. К его фитне будет относиться то, что с ним будет рай и ад. И его ад – это рай, а его рай – это ад. Пусть тот, кто будет испытан его огнем, попросит помощи у Аллаха и прочитает начало суры Кахф. К его фитне будет относиться то, что он скажет бедуину: «Что ты скажешь, если я воскрешу твоих отца и мать? Засвидетельствуешь ли ты, что я твой Господь?» Он ответит «да». И два шайтана предстанут перед ним. Он будет колдуном, которому будут подчиняться джинны. И два шайтана предстанут перед ним в образе его отца и матери и скажут: «Сынок, следуй за ним. Воистину он твой Господь». И он последует за ним. К его фитне будет относиться то, что к нему придет один юноша. Подробное описание этого юноши приводится в хадисе, в котором сказано, что когда среди людей появится Ад-Даджаль, к нему направится юноша. Стража и охрана Ад-Даджаля схватят его и скажут: «Куда ты направляешься?» Он ответит: «Направляюсь к тому, кто появился среди нас, к этому лжецу». Они скажут ему: «Разве ты не веруешь в нашего Господа?» Он ответит: «Нет ничего такого, что было бы неизвестно о нашем истинном Господе». И они достанут свои мечи, чтобы убить его, но потом станут говорить друг другу: «Не убивайте его. Разве не запретил вам ваш Господь убивать кого бы то ни было без его ведома?» Затем они поволокут его и поставят перед Ад-Даджалем. И вот Ад-Даджаль, одноглазый, низкорослый, кривоногий, и вместе с ним его многочисленные последователи и его колдовство. Ад-Даджаль скажет: «Разве ты не веруешь в меня, что я твой Господь?» Юноша ответит ему: «Ты солгал, клянусь Аллахом, ты не Господь». Ад-Даджаль скажет им: «А что, если я убью его, а потом оживлю? Будете ли вы сомневаться в том, что я ваш Господь?» Они скажут: «Нет». И он достанет меч и разрежет его на две части, на две половины, и каждая половина тела отлетит в сторону на расстояние броска, как будто бы ты взял камень и бросил его. Затем Ад-Даджаль пройдется между двумя кусками тела и скажет: «Восстань». Юноша поднимется и восстанет. Затем Ад-Даджаль скажет ему: «Убедился ли ты в том, что я твой Господь?» Он ответит: «Клянусь Аллахом, я только узнал тебя еще лучше. Ты Аль-Масих Аль-Каззаб, лжемессия». И Ад-Даджаль подойдет, чтобы зарезать его ножом, но Аллах превратит в медь части его тела, которые находятся между шеей и ключицей. И когда Ад-Даджаль захочет его зарезать, он, нож, ничего не сможет сделать с медью. Тогда он кинет его в то, что называет адом, хотя это будет рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Этот юноша скажет до того, как его бросят: «О люди, воистину это лжец, он не сможет сделать ничего подобного с кем-либо после меня. Он мог проделать это только с одним человеком, со мной, он уже сделал это, и теперь не сможет проделать то же самое с кем-либо еще». Как юноша узнал это? Он получал исламские знания, он знал об Ад-Даджале, он знал о его фитне, он знал, что Ад-Даджаль сможет так убить, а потом оживить только одного человека, и что это уже произошло на нем. Он скажет: «Он не сможет сделать подобное с кем-либо после меня». Затем Ад-Даджаль бросит его в огонь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Этот юноша станет величайшим шахидом перед Аллахом в судный день». Этот юноша станет величайшим шахидом перед Аллахом в судный день, и он будет выше всех по степени из моей уммы в раю. К его фитне будет также относиться то, что он повелит небу пролить свои дожди, и пойдет дождь, велит земле взрастить растения, и они будут расти. К его фитне относится и то, что он пройдет мимо одного селения. Люди в нем сочтут его лжецом, и у них не останется скота, весь скот падет. У них не останется животных, все коровы, овцы, верблюды, все умрут. Также его фитна будет в том, что он пройдет мимо другого селения. Люди поверят в него, он прикажет небу, пойдут дожди, даст приказ земле, и она взрастит свои растения, так что их
их скот с того дня будет крайне тучным. После выпаса скота на этих новых злаках их животные вернутся с выменем полным молока и наеденными боками. Они станут тучными и будут давать много молока. Не останется места на земле, куда бы ни ступил ад-Даджаль, кроме Мекки и Медины. Он не сможет туда зайти. По какой бы дороге он ни пытался туда проникнуть, его будут встречать ангелы, вооруженные мечами. Они будут препятствовать ему зайти. Этот хадис приводится у Ибн Маджи, и он достоверный. В риваяте имама Муслима сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, сколько времени он будет оставаться на земле? Сколько он останется на земле?» Он ответил: 40 дней. Один день будет как год, второй как месяц, третий как неделя, и остальные его дни будут как ваши обычные дни. Они сказали: «О посланник Аллаха, в тот день, который как год, достаточно ли нам будет намазов одного дня?» Он ответил: «Недостаточно, рассчитывайте время». Это весть об ад-Даджале. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам о том, что может защитить нас от попадания в фитну ад-Даджаля. К этому относится заучивание наизусть первых 10 или последних 10, как приводится в разных версиях, аятов суры Кахф. Выучи полностью суру Кахф. И если Аллах пожелает, и ад-Даджаль появится, читай их, и Аллах защитит тебя от него. К защите от него также относится то, чтобы ты удалялся от него и убегал. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Кто услышит об ад-Даджале, пусть удалится от него. Клянусь Аллахом, к нему придет человек, который считает себя верующим, но потом последует за ним и за теми сомнениями, которые он распространяет». Хадис привел Абу Дауд. Также к защите от него относится обращение в Мекку и Медину, так как ад-Даджаль не сможет туда войти. Но Мекка и Медина затрясутся, и из них к ад-Даджалю выйдут лицемеры. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сообщил нам о знамениях, указывающих на близость появления ад-Даджаля. К этим признакам, как приводится у имама Ахмада, относится то, о чем сказал пророк, да благословит его Аллах приветствует. Ад-Даджаль не выйдет до тех пор, пока люди не прекратят упоминать его. Люди достигнут такой стадии, когда не будут знать, кто такой или что такое ад-Даджаль. Если ты скажешь им, что в Ахир-Замане должен появиться Аль-Масих, ад-Даджаль, они скажут: «Я впервые слышу это имя». Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: ад-Даджаль не выйдет, пока люди не перестанут упоминать его. И даже имамы прекратят говорить о нем на мимбарах. Имамы, хатыбы не будут говорить о нем в своих хутбах. И даже хатыбы будут игнорировать его в своих хутбах, не будут сообщать людям о качествах ад-Даджаля. Так появится поколение людей, которое будет не готово к противостоянию с ад-Даджалем, не будет информации, и как следствие, когда он выйдет к ним, они будут знать, что у них есть Господь, который властен над каждой вещью. И тут вдруг появляется тот, кто скажет: «Я ваш Господь», будет давать приказы небу, пойдет дождь, будет приказывать земле, и она взрастит растения. В своей общей массе люди будут невежественными, у них не будет никакой информации об ад-Даджале. Тогда-то ты и увидишь, что они последуют за ним. Он сказал: пока люди не перестанут упоминать о нем, и даже имамы на мимбарах оставят разговоры о нем. К признакам, которые указывают на близость прихода ад-Даджаля, это переворот равновесия, понятий, сознания и ценностей. Клянусь Аллахом, этот хадис словно говорит о наших днях. Этот хадис приводится у имама Ахмада. В нем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: поистине, до ад-Даджаля, то есть незадолго до появления ад-Даджаля, до ад-Даджаля будут обманчивые годы, в которых правдивого будут считать лжецом. Кто-то придет и скажет: этот шейх представляет опасность для уммы, он лжец, мы будем придерживаться мнения такого-то. О люди, это не принесет пользы. Люди скажут: ты лжец, ты не искренен, ты не желаешь нам блага, мы будем придерживаться мнения такого-то. А тот второй как раз окажется лжецом, клеветником, невеждой. Он сказал: правдивого будут называть лжецом, а лжецу будут верить. Второе еще хуже, чем первое. Он сказал: и верного будут называть предателем, а предателя верным. Верный, надежный человек, который охраняет свою религию, умму и страну, дорожит обществом, желает защитить его, стремится к тому, чтобы оно возвысилось, достигло стабильности и могущества. И ему говорят: ты предатель. Против него выдвигают обвинения, и они прикрепляются к нему. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: верного будут называть предателем, а предателя верным. Предателя будут считать верным. И заговорит Рувейбида.
Люди спросили: а что такое руэйбида, о посланник Аллаха? Руэйбида было новым словом для сподвижников. Они спросили: а что это за руэйбида, который заговорит, перед которым раскроются средства массовой информации, который будет говорить везде и всюду, чьи речи будут распространяться, и ему будут говорить: ты сказал правду, и заговорит руэйбида. Они спросили: а кто такой руэйбида, о посланник Аллаха? Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: это жалкий нечестивец, который будет вершить всенародные дела. В другой версии говорится: это жалкий и ничтожный человек. Руэйбида – это низкий, никчемный человек. У него нет знаний. Он не сделал каких-либо достижений в умме. Он не старается сделать что-то для уммы. Ни своим опытом, ни временем, ни имуществом. Это ничтожный человек. От него нет никакой пользы для уммы. Что ты сделал для уммы? Вместе с этим его поставили впереди всех. Ничтожный человек, который говорит о всенародных делах. Это он принимает решение. Именно его мнение принимается в расчет. Он стоит впереди всех, хотя он предатель, лжец. Но несмотря на все это, его пропихивают вперед всех. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тогда ожидай от Даджаля со дна на день. До выхода от Даджаля станет больше смут. Ибн Умар сказал: мы сидели у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он упоминал смуты. И как же много их было. В другом хадисе говорится: при этой смуте человек утром будет верующим, а уже вечером неверующим. И люди будут разделяться на два стана. Стан верующих, у которых нет лицемерия, и стан лицемеров, у которых нет веры. Когда настанет эта смута? Ожидайте от Даджаля со дня на день. Хадис привел Абу Дауд. До появления от Даджаля будет голод. Небо удержит свои дожди. Земля удержит свои растения. Люди будут находиться в крайней нужде. Затем он выйдет и скажет им: «Я ваш Господь». Таковы, о мусульмане, вести об Аль-Масихе ад-Даджале. Если кто-либо из вас встретит его, то пусть остерегается того, чтобы последовать за ним. Он одноглазый, кривоногий, низкорослый, кудрявый, а ваш Господь не одноглазый. И мы не увидим нашего Господа, пока не умрем. Мы не можем видеть нашего Господа в этой дунье. Этот же выйдет в дунье и скажет: «Я ваш Господь». Но он будет человеком, одним из потомков Адама. Будет есть, пить и испражняться. Возможно ли, чтобы это был наш Господь? С какими бы смутами он ни пришел, остерегайтесь его. Не следуйте за ним. Бегите от него, а если встретите, читайте на него конец суры Кахф и просите Всевышнего Аллаха защиты от него. Мы просим Всевышнего Аллаха защитить нас от смут явных и скрытых. На этом я закончу и прошу прощения у великого Аллаха за себя и за вас от всякого греха. Просите у него прощения, воистину он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха единого, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству. И да благословит Аллах и приветствует его семью, друзей и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по его пути и последует по их следам и их сунне вплоть до судного дня. О Аллах, мы просим Тебя защитить нас от смут явных и скрытых. О Аллах, о изменяющий сердца, укрепи наши сердца на повиновении Тебе. О живой, о поддерживающий жизнь. О Господь миров. О Господь, даруй могущество исламу и мусульманам. Объедини слово мусульман везде, о Господь миров. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, объедини их слово в Шаме. О Аллах, объедини их слово. О Аллах, укрепи их стопы. О Аллах, помоги им и поддержи, о Господь миров. О Аллах, сохрани их жизнь, помири их друг с другом, даруй могущество умме посредством них, о обладатель величия и великодушия. О Аллах, исправь положение наших братьев в Ираке, о живой, о поддерживающий жизнь, поставь над ними лучшего из них, исправь положение наших братьев в Египте, о Аллах, пролей на них безопасность и веру, о обладатель величия и великодушия. О Аллах, помоги нашим братьям в Йемене, даруй им безопасность, обрадуй их благополучием их земель, о обладатель величия и великодушия. О Аллах, мы просим Тебя за наших братьев в Палестине и везде, о живой, о поддерживающий жизнь. О Аллах, защити нас в наших странах от зла злодеев, козни нечестивцев и зла, которое сменяется изо дня в день. О могущественный, о всепрощающий.